линия по производству сотовых панелей из картона. Состоит из 4 узлов. Это раскат для бумаги, на который устанавливается 2 рулона. Затем узел сушки и тяги и к подаче клея с насосом центробежным. И основной узел тяги. Который включает в себя 3 привода. Это привод упорной рейки, который задает нужную высоту, так называемые пальцы. То есть они задают расстояние от режущего ножа до самой кромки. Это шаговый двигатель. Имеется серводвигатель, сервопривод соответствующий на киловатт, который в зависимости от скорости выбранной и размера ячейки осуществляется подача бумаги. Для большей точности стоят, тем не менее, упорные планки, пальцы. Сам нож и контрнож внизу управляется асинхронным двигателем на 4 киловатта. Имеется воздуходувка, которая обеспечивает вакуумный прижим бумаги, чтобы он не поднималась к столу. То есть имеется балка, в которой сделаны прорези, они присасывают картон бумаги. То есть только в узле рубки находятся 3 электропривода. Имеется транспортер, который сформированную соту, склеенную, поднимает вверх, а затем сота укладывается на поддон. Запустим в работу линию. Перейдем на главный экран, запустим ее, программу. Вот главный экран. Осуществим пуск линии. Мы видим, работает нож, работает вал, подающий бумагу серводвигателем. Можно менять скорость рубки. Сейчас 227 ударов в минуту. Автоматически повышается скорость подачи бумаги, скорость транспортера. Уменьшаем скорость. Меняется скорость здесь. В системе имеется 4 частотных преобразователя, которые управляются с единого пульта управления по Bluetooth каналам. То есть частотный преобразователь, блок питания и устройство Bluetooth RS485. Меняем задание на пульте управления на планшете, меняется задание в частотнике. То есть 3 частотных привода управляются по Bluetooth, 1 частотный привод, который управляет резкой, управляется аналоговым напряжением по входу PR200. В состав системы входит PR200, который отображает высоту
заданную и скорость. Также в щиту находится контроллер Arduino, который управляет работой серво двигателя. Также по Bluetooth. Скорости рубки и подачи транспортера связаны между собой. То есть, меняя скорость рубки, автоматически меняется как скорость рубки, так и скорость транспортера. Уменьшаем, все пропорционально уменьшается. Выходной транспортер меняется независимо . Значение его максимальное значение соответствует 75 герцам. Сейчас здесь установлено 38 герц. Вот скорость, вот 38,6. И там была 38, вот 38,6 скорость транспортера. Если сейчас я устанавливаю 52,9, посмотрим, что на преобразователе 52,9. А нижний задатчик определяет частоту подачи клея. Мы видим насос циркуляционный. Меняя значение частоты, сейчас мы поставим специально маленькое значение, чтобы было видно, как вращается. Вот, теперь его видно визуально, как вращается вал. То есть с пульта управления можно таким образом регулировать производительность насоса. Пуск и стоп осуществляется с пульта управления. Остановили. И также включается аналогично. Подсчитывается площадь соты произведенной. Задается высота соты в миллиметр. Размер ячейки соты. Высчитывается производительность в метрах квадратных в минуту. И скорость бумаги движения. Также метр в минуту. Спасибо. Удачи.